Продолжаем дополнять информационную картину дня. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. И вот главные темы к этому часу. Вам любимый Международный женский день отмечается сегодня. Волонтеры подготовили для женщин столицы приятный сюрприз. На ее стихи написано множество песен. Расскажем о нерюнгринской поэтессе, знаменитой не только на юге Якутии. 38 новых случаев COVID-19 выявили в Якутии за сутки. Врачи поведали об обследованиях, которые необходимы переболевшим коронавирусом. Международный женский день отмечается сегодня. Праздник связан с достижениями женщин в политической, экономической и социальной областях. Современное празднование женского дня уже не имеет цели утверждения равенства, а считается днем весны, женской красоты, нежности, душевной мудрости и внимания к женщине, вне зависимости от ее статуса и возраста. Праздник отмечается Организацией Объединенных Наций, а в некоторых странах, как и в России, этот день является национальным праздником. Интересно, что идея проведения Международного женского дня впервые возникла именно в начале 20 века, когда промышленно развитый мир переживал период экспансии и потрясений, а также демографического бума. Всех женщин с 8 марта. Желаю счастья, здоровья и успехов. Желаю всем крепкого здоровья и удачи во всем. Поздравляю вас с 8 марта. Любви всем. И поздравляю маму, бабушку, сестер. Все с 8 марта. Я желаю, чтобы все расцветали так же, как скоро будут цвести подснежники. Всем счастья, добра и любви с 8 марта. С днем 8 марта мою маму, мою жену, моих сестер и всех моих родных, всех, кто меня знает. Особенно хочу поздравить свою дочку. Леночка, я тебя люблю. Прекрасных, милых дам наших поздравляю с этим прекрасным праздником, с Международным женским днем. Желаю всем им самого прекрасного, здоровья, успехов, красоты. Оставайтесь такими же прекрасными, красивыми. Радуйте нас каждый день. С праздником поздравил женщин глава Якутии Айсан Николаев. Он отметил, что в современном обществе женщины являются не только хранительницами домашнего очага, но и активными участниками жизни общества. Дорогие женщины, күндү караңардарбыт. Поздравляю вас с первым весенним праздником Международным женским днем 8 марта. С незапамятных времен мы, северяне, уважаем и почитаем женщин, дарующих и продолжающих жизнь, берегущих тепло и уют семьи, сохраняющих духовные ценности народа. Женщина – настоящее олицетворение чуткости, нравственности и милосердия, передающая новым поколениям вечные ценности – любовь, добро и веру. В современном обществе женщины являются не только хранительницами домашнего очага, но и активными участниками жизни общества. Без вас невозможно представить развитие нашей любимой республики. Наделенные неисчерпаемой энергией, вы показываете пример мудрости, высокой ответственности и профессионализма. Какую бы работу вы ни делали, она всегда будет исполнена с особым усердием и тщательностью, как это умеет делать только женщина. Благодаря вашей поддержке, мудрости, нежности и терпимости мы, мужчины, готовы к новым свершениям и подвигам. Милые женщины, вы делаете мир светлее, окружаете нас любовью и заботой, наполняете нашу жизнь особым смыслом. В этот замечательный весенний день мы говорим вам слова благодарности за воспитание детей, за щедрость души, за неиссякаемую энергию и силу, за надежный тыл, верность и любовь. От всей души желаю вам весеннего настроения, крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия. Пусть каждый день будет наполнен радостью и улыбкой. С праздником! На своей странице в Инстаграм Айсан Николаев поздравил с праздником свою супругу и дочерей. Также глава региона разместил фото, на котором показал подарок, сделанный своими руками. На этот раз решил сделать изделие из керамики, в которые вложил все свое внимание, фантазию и душевную теплоту, написал под фотографией Айсан Николаев. Кроме того, глава пожелал всем женщинам весеннего настроения, крепкого здоровья, счастья и добра. В
честь Международного женского дня команда добровольцев Центра по работе с волонтерами республики провели федеральную акцию «Вам любимые». С утра волонтеры дарили цветы и поздравили прекрасную половину города Якутска. Мероприятие прошло в 4 точках города. Отметим, что такие подарки ежегодно в честь 8 марта вручают многие организации, начиная от промышленников и заканчивая правоохранительными органами. В этом году волонтеры не остались в стороне и решили тоже порадовать женщин. Сегодня вот мы в рамках всероссийской акции «Вам любимые» в торговых центрах города Якутска раздаем вот цветы, тюльпаны. И помимо этого цветы раздавали вот с 6 марта, начиная в больницах республики. Это у нас еще посвящена акции «Мы вместе», то есть врачам, которые работают в больницах сейчас, мы тоже раздали бесплатно цветы. И ветеранам. Конечно же, ветеранам мы тоже раздали цветы. Многие полагают, что в эру стремительного течения жизни, когда женщина наравне с мужчиной покоряет вершины успеха, нет места лирике. Но нерюнгринский поэт Ирина Рябова опровергает это утверждение своим творчеством и желанием, несмотря ни на что, любить и обретать женское счастье. Наши корреспонденты в канун праздника пообщались с поэтессой. Есть женщины, не баловни судьбы. Их нежностью, умом природа наделила. В них столько чуткой доброты и нежности, и силы. О, сколько жизненных преград судьба им ставила не счесть. В ответ, не требуя наград, была та женщина и есть. Первый творческий порыв возник у Ирины, когда ей исполнилось 17 лет. Тогда в ее сердце впервые зародилась любовь. Жизненный опыт стал основой ее творчества. Те строки, что ложатся на лист бумаги, сначала проходят через ее сердце. Основные темы ее стихов – это в первую очередь любовь, природа, любимый город и в последнее время духовная лирика. Многие стихи приходили ко мне во сне. Вот многие удивляются. Я вставала и записывала, они просто рекой лились, я просто вот откуда-то ловила эти строчки. Если я поленилась и думаю, ну я так хорошо помню эти строчки, я так хочу спать, я утром обязательно их запишу. Я утром не могла их вспомнить. То есть я считаю, что это дар Божий. В 2007 году вышел сборник стихов Ирины Рябовой «Лики любви». Дважды на сцене Центра культуры и духовности имени Пушкина состоялся ее творческий вечер. На ее стихи нерюнгринскими композиторами написано много песен. Владимир и Зоя Гуренчук, Анатолий Тайбаш, Дмитрий Пузиков, Андрей Соболев, Елена Лепехина – это еще не полный список тех, на чью музыку легли строки Ирины. Вот, например, Ирина Рябова, моя самая любимая поэтесса нашего города. Они мне близки очень, стихи, они такие, как будто бы я их писала моментами. Ну и мы как-то с ней очень сильно сочетаемся. Я читаю ее стихи и сразу их слышу. Вот они мне ложатся вот прям легко и просто. Берешь, подбираешь, и тут же все. Я ей уже звоню, говорю, все, готово. Сегодня Ирина счастливая мама 2 дочерей и бабушка 4 внуков. В ближайшее время планирует выпустить второй сборник стихов «Свет любви». Непобедимая в своем великом умении любить, она не теряет свою внутреннюю красоту и продолжает творить и наслаждаться жизнью. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. Возраст спорту не помеха. 79-летняя Любовь Мореходова катается на коньках по озеру Байкал. Она с детства увлекается коньками. Первые коньки из заточенных лезвий пилы для нее смастерил отец. Сейчас бабушка использует беговые норвегии 1945 года выпуска, привезенные сестрой из Иркутска. Она привязывает лезвия прямо к валенкам. После смерти мужа в 2011 году Любовь Мореходова продолжает жить одна в своем доме в местности Халы на берегу Байкала. Вот это уже как-то в крови. Вот все время хочется что-то двигаться. Это же тоже вот как физкультура какая-то, вот, чтобы не сидеть на одном месте, не лежать. А вот пошел да покатался, пошел коров посмотрел на коньках, потому что мне важно всегда знать, где мои коровы. В небе все равны. Девушка из Казахстана исполнила мечту детства и стала военным летчиком. О пройденном пути Арданы Батай к заветной мечте расскажет Юрий Осипов.
Ардана Батай с детства лелеяла мечту стать военным летчиком и достигла своей цели, несмотря на все предрассудки. Сейчас она старший летчик истребителя авиационной эскадрильи. По словам Арданы, путь к мечте был тернистый и непрост. Девушку в свое время не взяли в военный институт сил воздушной обороны. Однако она не растерялась и подала документы в Академию гражданской авиации, где выучилась по специальности летная эксплуатация воздушных судов и двигателей и стала искать пути перехода на военную службу. Еще в детстве я для себя решила и поняла, что это большое дело для меня. И с большой гордостью я ношу эту форму. Все началось с того, что Ардана с братом увлекались автомобилями и коллекционировали журналы. В одной статье она увидела фотографию Ми-29 и поняла, чему хочет посвятить жизнь. На мужской коллектив Ардана также не жалуется. Даже наоборот, уверяет, что с ним ей даже проще, чем с девушками. Они всегда поддерживают, помогают, понимают в некоторых моментах. И никогда не было такого, что меня там как-то ограничивали в чем-то. Всегда полная поддержка. Командир авиационной эскадрильи отметил, что в процессе вывозной программы Ардана зарекомендовала себя как грамотный и ответственный летчик с хорошими данными. Требования, предъявляемые к Ардане, такие же, как и ко всему остальному летному составу авиационной эскадрильи. Почему? Потому что в небе все равны. Рейтинговое голосование определит объекты для благоустройства в следующем году по нацпроекту «Жилье и городская среда». Голосование по отбору общественных территорий будет проходить с 26 апреля по 30 число текущего года, где жители республики сами определят основные приоритеты. Рейтинговое голосование направлено на вовлечение населения к вопросам формирования комфортной городской среды. Оно пройдет в 13 населенных пунктах республики. Отметим, что в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Якутии в 2021 году будет реализовано 40 проектов по благоустройству. 7 общественных пространств планируют воплотить в Мирном, Нерюнгри, Алдане, Тамоте, Удачном, Среднеколымске и Верхоянске. Далее об эпидобстановке на сегодня. 38 новых случаев COVID-19 выявили в Якутии за сутки, сообщает республиканский оперштаб. Так, в Якутске заболели 27 человек, в Нерюнгринском районе 3 случая, в Кобяйском, Мирнинском и Татинском по 2, в Ленском и Мегино-Кангаласском районах по 1 новому случаю коронавируса. За сутки лаборатории республики провели 667 исследований на COVID-19. К этой минуте это все новости. Не забывайте носить маски и соблюдать безопасную дистанцию. Увидимся чуть позже.